Николай Носов, живая шляпа. Котенок Васька сидел на полу возле комода и ловил мух, а на комоде на самом краю лежала шляпа. И вот Васька увидел, что одна муха села на шляпу. Он как подпрыгнет и уцепился когтями за шляпу. Шляпа соскользнула с комода. Васька сорвался и как полетит на пол, а шляпа бух и накрыла его сверху. А в комнате сидели Володя и Вадик. Они раскрашивали картинки и не видели, как Васька попал под шляпу. Они только услышали, как позади что-то плюхнулось, упало на пол. Володя обернулся и увидел на полу возле комода шляпу. Он подошел, нагнулся, хотел поднять шляпу. И вдруг как закричит «Ай-яй!» и бегом в сторону. «Чего ты?» – спрашивает Вадик. «Она живая». «Кто живая?» Шляпа. «Что ты? Разве шляпы бывают живые? Посмотри сам». Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он закричит «Ай!» и прыг на диван. Володя за ним. Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. «Ай, ой!» – закричали ребята. Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. «Я ухожу», – говорит Володя. «Куда?» «Пойду к себе домой». «Почему?» «Шляпу боюсь. Я первый раз вижу, чтоб шляпа по комнате ходила. А может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает? Ну пойди, посмотри. Пойдем вместе. Я возьму кочергу. Если она к нам поползет, я ее кочергой тресну. Постой, я тоже кочергу возьму. Да у нас другой кочерги нет. Ну, я возьму лыжную палку». Они взяли кочергу и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату. «Где же она?» – спрашивает Вадик. «Вон там, возле стола». «Сейчас я ее как тресну кочергой», — говорит Вадик. «Пусть только подлезет ближе». Но шляпа лежала возле стола и не двигалась. «Ага, испугалась!» — обрадовались ребята. «Боится лезть к нам». «Сейчас я ее спугну», — сказал Вадик. Он стал стучать по полу кочергой и кричать: «Эй, ты, шляпа!» Но шляпа не двигалась. «Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять», — предложил Володя. Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали швырять ее в шляпу. Швыряли, наконец Вадик попал. Шляпа как подскочит кверху. «Мяу!» – закричало что-то. Глядь, из-под шляпы высунулся серый хвост, потом лапа, а потом и сам котенок выскочил. «Васька!» – обрадовались ребята. Наверное, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала, догадался Володя. Вадик схватил Ваську и давай его обнимать. «Васька, миленький, как же ты под шляпу попал?» Но Васька ничего не ответил. Он только фыркал и жмурился от света.